Лучники один за другим натягивают тетиву и выпускают стрелы. Каждый стремится точно попасть в центр мишени. Соревнования проходят в различных дисциплинах – олимпик, блочные, исторические и другие. Участие принимают как опытные спортсмены, так и новички в этом виде спорта. Можно сказать, что уже в республике есть около 500 лучников и активно занимающихся около 50 лучников. Поэтому спорт у нас очень интересен. Как и молодое поколение, так и взрослое поколение, он является популярным видом спорта. На турнир приехали и гости из Чеченской Республики. Один из них – Езир Адашев, который занимается стрельбой из лука только год. И сегодняшнее соревнование является первым в его спортивной карьере. По приглашению наших братьев приехали мы сюда, в Ингушетию, за что мы благодарны. Как встретили в Ингушетии? Очень тепло. Турнир объединил спортсменов разных возрастов. Адаму Евлоеву 10. Он оттягивает тетиву уже 3 года. Несмотря на свой юный возраст, Адам уже может похвастаться своими достижениями. Много уже на соревнованиях был. Деньги тоже там зарабатывал. Медали тоже есть много. И первые, и вторые, и третьи. Кубок ежегодный. Он посвящен Абдул-Халиму Аушеву, заслуженному строителю Якутской АССР. Представители этой республики также не смогли пропустить турнир. Участников и гостей состязаний поприветствовал председатель правительства Владимир Сластенин. Премьер отметил, что такие мероприятия способствуют укреплению дружеских связей между Ингушетией и Якутией. От имени главы республики Калиматова Махмуда Али Махшариповича всем участникам соревнований победы. Мы сегодня приветствуем и делегатов, которые прибыли из других регионов. Конечно, поддержка связей между Ингушетией и Якутией – это как раз благодаря, Егор Афанович, нашим связям. И сам даже турнир называется имени Абдул-Халима Магомедовича Аушева. Вот, наверное, сохранение добрых традиций, укрепление отношений между республиками, между людьми – это основная задача спорта. В числе почетных гостей из Якутии Сахамин Афанасьев, сенатор от республики Саха. Он рассказал о значимой роли, которую Абдул-Халим Аушев сыграл в жизни Якутии. Он строил сотни объектов социальных, производственных. И самое главное, он был очень духовно сильным человеком. И он добился, сам организовал с нашей поддержки и построил самую северную соборную мечеть в городе Якутске. Первый зампредседателя правительства Магомед Евлоев подчеркнул важность этого вида спорта для нашей республики. Для Ингушетии соревнования стрельбы из лука – это глубоко уходящая в историю традиция. Стрельба из лука – это благородный вид спорта, олимпийский вид спорта. Отрадно, что наши земляки на протяжении порядка 7 лет на моей памяти занимаются этим видом спорта, развивают, появляется подрастающее новое поколение. И турнир, который у нас проходит в очередной раз и будет по воле Всевышнего проходить еще долгие года имени Халима Магомедовича Аушева. Я уверен, что из наших спортсменов выйдут, как вы сказали, не только чемпионы России и мира, но и также чемпионы, победители и призеры Олимпийских игр. Спасибо еще раз. Параллельно с турниром проходит выставка ремесел, которая организована Ассоциацией ремесленников Ингушетии. Здесь можно увидеть предметы из дерева, различные изделия и даже традиционный лук ручной работы. Форму сначала из дерева делается, потом уже накладывается рог. Рог варится, выпрямляется, делаются полоски, клеится. Клей тоже надо делать, варить, из сухожилий тоже. На выставке проходят мастер-классы, где мог поучаствовать и любой желающий. Да, вот давай аккуратно. Так, да, сложно. Да. Сложно. Вот наполовину вытащила, еще можешь вытащить, да? Угу. Да. Теперь это же, да, иголкой туда. И надо фиксировать, видишь, вот эту нитку, попала, видишь? Вот. Проводит этот мастер-класс Иса Тумгоев. Он является кожевником уже 5 лет. Иса говорит, что научился этому мастерству сам, посмотрев видео обучения. 5,5-6 дней уходит, рабочих дней на изготовление. Сперва делается лекало на ватмане, да, миллиметровой бумагой. Все расчерчивается, ничего самовольного тут нету. Все надо чертить геометрией, да. И если у тебя неправильно будет
расчет длины, ширины, естественно, будет изделие не соответствовать своей форме. Кубок Ингушетии по стрельбе из лука, посвященный памяти Абдул-Халима Аушева, проводится уже второй год подряд и постепенно становится доброй традицией, укрепляющей культурные и спортивные связи между регионами. Мария Амбата, Султан Магушков, Магаз 24.